Здравствуйте, с вами Олег Жилнин, и сейчас я нахожусь на объезде министра жилищно-коммунального хозяйства Якутии Дмитрия Садовника. Мы находимся сейчас на автодорожной 18, это Покровский 4 километр, осматриваем котельную, готовность теплоэнергии к данному микрорайону. То есть удивило другое, сегодня министр решил выбрать путь, так скажем, проверок неожиданно. Ну, не каждый министр так досконально будет проверять за ходом работ прямо под котельной. Рядом мы видим заместителя мэра столицы Сорокина. Идет сразу плановое обсуждение текущих вопросов, сразу по ходу. Это школа номер 19. Сейчас вот заходим внутрь, проверяем, насколько все хорошо по подключению тепла. Встречает директор школы. Температура сейчас. Внутри здания какое? Внутри здания сейчас надо посмотреть. Ну, давайте пойдемте посмотрим. Ага. Так у нас, в принципе, никогда не было. Числа 3-4 сентября мы уже жара, у нас окна открывали. Сейчас. А нынче когда подали тепло? Подали вообще, вот, скажем, буквально на днях, наверное, это когда запитали. Нет, наши просто, я почему заехал, да? Ага. Наш оперативник же следит, Ага. и буквально чуть ли не до вчерашнего дня, ну, как-то в этом районе тепла не было. Поэтому... Они где-то вот сегодня, если скажем 14, да, где-то у нас на этой неделе, вот в начале, вода пошла, так что-то но все равно тепла не было. Не, в том числе и жители жаловались. Вот, Жители у нас на птичке ни у кого нету, говорят. Ну, сейчас мы проверим. Ага. Сейчас ИДД с города Якутска по отоплению жалобы не принимает. Просто мы мониторим, в социальных сетях пишут что-то. И здесь вот сказали, что тут, ну, и даже в школе нету, сказали, Да. тепло. Поэтому вот заглянули и убедились, что... Я не знаю насчет садика, потому что они тоже говорили, что Мы сейчас в садик тоже зайдем. прохладненько, да, и они у нас тоже интересовались, как у вас с теплом. Вот, но я бы не сказала, что уж совсем минусовая температура. И Не, что-то. на улице тоже минуса нету. Пойдемте, температуру. Так, ага, сейчас. Наталья Николаевна, откройте нам бойлерную. Оказалось, что проверка достаточно серьезная. Прямо по жалобам жителей. Аварий не было, все нормально. Да что? Нет, нам аварии не надо. Просто имеется в виду, что когда все готово, тепло-то должно быть. А как ваша фамилия? Шарапова Лидия Николаевна. Дети-то довольны, Дмитрий? Дети, конечно, довольны, что вы им. Детям всегда тепло. Спасибо. В школе. Сейчас мы уже переходим на следующий объект. Это будет, скорее всего, следующий объект, будет садик. Ну, данный пункт, я так понял, объезда связан с тем, что здесь была задержка подачи тепла. Неожиданная остановка. Мы находимся около частного сектора. Здесь поступила жалоба от частного лица, и министр заехал проверить. Автодорожно получается 100%. Автодорожный, да, читали 100%. Ну вот сегодня вот он автодорожный. Приходим, деревянная сварка, как обычно. А деревянная сварка, это что означает? Лажа? Так в простонародье или как? Там, где использованы деревянный материал. То есть он не соответствует... Это и деревянные чопики, Ага. ну вот, видели же. Ага, понятно. Это лажа. То есть в зиме, в принципе, халтура. Это не мое слово, Не, это моя. Да, согласен. Ну, просто-напросто по старинке сделано, да, на авоськах. Пройдет, не пройдет. Не все так оказывается хорошо, но думаю, что сюда направят бригаду и исправят данную ситуацию.
Мы находимся в районе племобъединения, и министр проверяет подключение частных домов. Вон, видите, вот ближе посмотрите, убедившись, что в одном из частных домов достаточно халтурно сделана сварка, ну, подготовка. Теперь Дмитрий Садовников проверяет более серьезно. А здесь управляющие компании, да, виноваты? Или Где? вот здесь, вот если брать, вот вы проверяли? Ну, скажем так, это однозначно недоработка управляющей компании. А, то есть это не ресурсники здесь этот участок обслуживают? Нет, здесь головные задвижки ведомства узелвода. Это зона ответственности всегда были за управляющей компанией. Ну, у нас еще время на исправление есть, я так понимаю, да? Время? Лето для этого есть. Лето, а не зима. Достаточно серьезно к этому относится новый заместитель, так что думаю, что это будет устранено быстрее, чем мы думаем. Мы были на Нагорной 1, это частный дом, и зашли в студенческую улицу, Студенческая 4. Это как бы многоквартирный дом, бывшее общежитие. Сейчас мы находимся в детском саду на птицефабрике «Подснежник». Там тоже были жалобы по температурному режиму. Мы посмотрим. Дело в том, что подключение тепла еще есть время практически сутки, чтобы провести температуру всех учреждений в норму. Я, наверное, с удовольствием скажу всем, что в этом объекте все в порядке. Тепло и детям удобно. Министр приехал в новую 25-ю школу, которая расположена в районе Гемеина и как в районе Елочки. Мы сейчас посмотрим, как дела обстоят в новой школе. Но я хотел бы напомнить, кто смотрит нас, о том, что предписание было до 2 сентября все социальные объекты подключить к теплу. Если что-то не так, не в порядке, там уже разбираться будут более серьезные органы. Это температура соответствует, да? Ну, некого спросить, я так понимаю. Не, ну не подскажете, я смотрю, школа еще. Так тепло вовремя включили. Да уже дня 4, наверное. Да? Так, здесь тепло, да, можно. Ну нормально. Да я ночую же. Дочка моя со мной. Да? Кушать сидит. Спасибо. Мы сейчас находимся в Сосарский округ, я по Потапова 16. И сейчас здесь будет ввод газа. Грубо говоря, объясню, в чем проблема. Газовики отключили дом, а этот дом отапливается от газового котла, поэтому пришлось жителям скидываться и ремонтировать газовый котел. Ну, и здесь нет ТСЖ и управляющей компании, поэтому есть определенные сложности, потому что не каждый житель может оплатить такой ремонт. Но на сегодня он оплачен, ремонт сделан. Давайте посмотрим, что там происходит. Это ну, сегодня они. На газу. Да. А вот таких домов же 3 было. Или Да. 2. Сегодня по плану все 3 дома. Сейчас работают параллельно по Новокарьерной 33. После обеда и идем на 35-й еще? 35-й, да. И Перханская еще. Итого по городу сколько? Ну, сегодня подключаем 4 дома. 4 дома. А в целом? В целом 8 домов стояли отключенными. 4 дней всего не подключены здесь. А что так поздно это? Ну, диагностику они поздно провели. Заключение нам предоставили. Диагностика по всем 8 домам есть, да? По этим 4 оставшимся еще нету. Еще нет. Там документы оформляются. Как, или- на по этим, стадии что ли? оформления. По этим? Нет, по другим домам, которые еще А тогда отключены. как они это? С теплом у них как было? Они прошли диагностику. У нас, допустим, по Сосарскому округу Нет, 9 домов. по Сальсарам понятно, да? А вот там получается 4 дома какие? Даже которые Ну, стоят. на стадии оформления они диагностику только проходят. Как заключение нам принесут, тогда и устраним и подключим. Ну там диагностику уже провели на этих 4 домах? Нет, еще проводят. Проводится.
А это в каком? В строительном округе, да? Да, там строительный округ есть. И, по-моему, все, да? 30-й, да? Сколько времени пройдет, вы сейчас включите, и когда тепло у них появится, сколько времени примерно? Ну, мы постараемся до обеда все работы провести и подключить до А обеда. что, сразу тепло появляется, да? Да, После конечно, у них вашего котлы стоят, Котлы, да, да. автономное отопление, мы их подключим, каждую квартиру отдельно подключим. Даже так? И тепло появится, ну, в течение 3 часов. Где-то Надеюсь, так. надеюсь, да. Если все собственники будут дома. А представьте, пожалуйста, как это? Чупров Александр Владимирович, начальник службы СТГО УГРС Сахатраннефтегаз. А вот сейчас вот по тем 4 домам, видимо, придется немного задержаться, да, из-за этого? Да, они должны сначала диагностику провести. Как нам предоставят заключение, мы посмотрим, если у них дефектные ведомости отразили какие-то, да, если есть необходимо устранить, там провести ремонт, да, мы проведем ремонт и подключим эти дома, соответственно. Спасибо. Ну, как видим, что есть у нас еще проблемы в городе. Но как они будут решаться, мы постараемся, конечно, рассказать. Но, тем не менее, я не думаю, что жители оставят в беде. Объезд министра ЖКХ Якутии Дмитрия Садовникова достаточно серьезный. Сейчас мы находимся опять у нового объекта, новый объект, школа номер 35. Выясним, как здесь обстоят дела с подключением тепла. Вы директор школы, да? Нет, пока нет директора. А вы кто? Замдиректора. Ну давайте пойдете в узел. Вот. А вы откуда? Вы откуда? Я с министерства ЖКХ. ЖКХ? Да. Министр Смотрите. ЖКХ. Министр ЖКХ, да. Я вот так понимаю. Здравствуйте. Надо учитывать действительно, что это новый объект, есть определенные сложности, видимо, в подключении, не только для ресурсников, но и для самих школ. Вчера вечером готовность была, 100%. А сегодня принимаете? Кто принимает? Ну да, сейчас все подъедут, ребята наши и подрядчики подъедут. По времени договоримся. Ну, пока не могу сказать, что только сейчас. Ну, запланировали сегодня, мы вчера договорились, правильно? Да. А здесь по техническим причинам все-таки или по каким-то разрешительным документам? Да, ну, регламентные сроки разрешительных документов всегда вот они поэтому. А, понятно. То есть в основном в школах есть, а главное это регламенты, вот эти бумаги, которые необходимо получить. А так, честно скажите, в школе было тепло до этого? Тепла не было. Здесь тепла еще не было, потому что ждали разрешения с Ростехнадзора. Как Разрешение... 25 получается? Там тоже 25-й, да, было, только 25-й уже было заранее все решено, и, в принципе, все устранено, а здесь немножко затянули, получается. Вы мне скажите, а вот это вы кто у нас? Кинг? Директор главстрой. Главстрой? Варнамин. Да. А это что такое? Это, ну, это температурные осадочные у нас раскрылись трещины. Ну, это по температурам шло. Маячки давно поставили? Маяки стоят уже с августа, по-моему, там, или с июня. август, 8 августа. С августа месяца. Ну, я смотрю, ничего не повредилось. Так, а Кинг 95 собирается заделать эту трещину? Эти трещины мы заделываем, ну, они не заделываются, наоборот, стоят для того, чтобы было видно. Нет, я понимаю, что... Не, ну мы начальниками, да, их-то будем, чтобы как раз... То есть они приведут решение? Еще раз говорю, школа на гарантии, это трещины, они основного ущерба школе не идут. Дело в том, что подрядчик должен будет, вот температурный режим меняется, соответственно, штукатурка отходит. Но на сегодняшний день школа будет введена из-за разрешительных документов именно по новой школе. И тепло будет сегодня дано. Сами тоже видим, что есть определенные недоработки в работе штаба подготовки к отопительному сезону городского округа города Якутска. И в этом, я думаю, что все причины на самом деле устраним. И
И в этом плане сегодня коммунальное хозяйство городского округа работает над этим. Всегда запуск сопровождался с такими моментами, да, но в то же время видим большие упущения в части запуска тепла в социальных учреждениях. У нас, согласно распоряжению главы городского округа города Якутска, он стоит датой 2 сентября. Мы видим, что и на местах люди говорят, что тепло подано только вот буквально на днях. Ну вот, у нас третью неделю городские власти говорят, что на 100% социальные объекты запущены. Вот как сегодня вот мы поняли, что не везде. А может быть и в Улусах такая же история происходит? Ну, в районах такого нет, учитывая, что все равно надо посмотреть, что городской округ это большой, самый такой муниципальное образование, самое большое, да, которое значится по республике. А вот другие районы, они, скажем, ну, в разы меньше и намного контролируемые. И здесь есть над чем поработать, да, и я думаю, что мы с этой задачей справимся. Сегодня вот курирующий заместитель и имеется в виду заместитель председателя правительства, да, ставит вопрос, чтобы мы в этом плане совместно работали и как и продолжали работать с властями города. Я думаю, что мы точно те, которые оставшиеся проблемы, исправим. Есть здесь, конечно, недоработки из строителей, да, которых мы сегодня наблюдаем в 35-й, то, что было не своевременно. Есть у нас адрес многоквартирного дома Короленко, 25. Вот это очень серьезные проблемы, которые связаны, скажем, со строительным блоком и с вводом объекта. Здесь я бы не хотел как бы тень бросать на коммунальное хозяйство, но все равно мы не хотим, как говорится, умывать руки от проблемы, надо совместно их решать. Проблемы те же остались, как когда вы запускали сам город? Ну, я не хочу тут как что-то комментировать, да, но я город несколько раз запускал и всегда паспорт готовности получали. Сегодня экзамен перед отраслью – это получение паспорта готовности городского округа города Якутска. Это и есть показатель, насколько хорошо поработал, скажем, городская власть над самым главным, скажем, для меня, по крайней мере, жизненно важным, как говорится, документом. А жилой сектор городская власть обещала запустить после 15 уже числа, да? До 15. До 15 числа. И как вы думаете, она с своим обещанием справится? Ну, это распоряжение, которое должно, для меня, по крайней мере, должно выполняться беспрекословно. Но жизнь покажет, насколько этой задачей справляются, скажем, коммунальные службы города. И сегодня пока 15 не наступило, то есть сегодня пока только 14. И посмотрим. До 15 стоит распоряжение. Но вот в социальных учреждениях опоздали, уже это факт. А вот по жилому сектору тоже посмотрим. Но я чувствую, что тоже будет опоздание, учитывая, что есть сейчас газовики работают над некоторыми домами, и есть дома, которые еще не получили паспорта готовности и акты готовности. Но это работа не только, как говорится, городских властей, да, но и, скажем, заказчика, то есть самого жителя перед управляющими компаниями и обслуживающими организациями. И здесь это вот те организации, которые должны готовить дом к зиме, они должны были выполнить своевременно. Но запуск тепла в целом по республике и по городу Якутску в том числе находится под пристальным оком надзорных органов, прежде всего прокуратуры города Якутска, республики. И я думаю, что по итогам всего и надзорные органы, и власти на местах должны делать выводы. С вашей стороны будут приниматься меры такого административного характера нерадивым товарищам? С нашей стороны, мы такой же орган, как и исполнительный орган власти, как и также, скажем, отрасль городского хозяйства. Мы не имеем права возбуждать административные дела, но, как говорится, мы можем обратиться к надзорным органам, чтобы они обратили внимание в части возбуждения административных дел. Имеется в виду, если это управляющая компания или ТСЖ, по руководителям в части
если по их вине возникли такие, скажем, недочеты или несвоевременный запуск тепла. Ну, вообще скандал из-за того, что первый зам Владимир Федоров очень красиво говорил, и даже глава обратил внимание на то, что надо уделять много внимания на то, что происходит на местах, а не говорить. Я имею в виду вопрос такой, действительно, будет ли учтены ошибки сегодняшнего дня, так скажем? Но ошибки всегда учитываются. И никогда, по крайней мере, я даже по себе, да, могу сказать, по опыту своей работы, когда запуск тепла производился, и в том числе административные дела возбуждались в части моей работы. Но я не исключаю, что административное дело тоже будет возбуждено запуску этого сезона. А можно к вам обратиться, Роман Сергеевич? Вообще я понимаю, что вы как новый заместитель, да, и действительно очень много проблем, да. И вот сегодняшний как бы объезд прямо с министром ЖКХ все-таки показал некоторые, ну, грубо говоря, недоработки. Вот как вы оцениваете сегодняшний объезд? Ну, смотрите, как уже было увидено, проблемы они есть, как, например, в школе 19, но это связано все-таки с техническим вопросом, что-то в узле ввода. Уже специалисты у нас бригада туда выехала, я думаю, что сегодня все восстановит и, соответственно, уйдет. Есть проблемы, судя по тому, что я слышал на докладах на штабах, это информирование своевременно, в том числе и нас, и соответствующие подразделения, которые отвечают за эту работу. Ну, я думаю, что организуем и устраним все эти замечания. Ну, то есть будет говорить правду. А куда нам деваться? И вот сейчас участились случаи по поводу жилого фонда, да, например, недавний случай на 203-м. Я к тому, что у нас есть безалаберность жильцов достаточно серьезная. Если 203-й брать, живут центральные два дома, все из-за того, что первый раз вижу, что вы так относились, трубы снимали и забыли их обратно ставить. Ну, к сожалению, население информируется и со стороны управляющей компании, и со стороны городской администрации о том, что необходимо все-таки уведомлять управляющую компанию для того, чтобы исключить данные эксцессы. Но, к сожалению, находятся люди, которые считают, что этого делать не требуется. Ну и получаем соответствующий результат, что соответствует 203 микрорайону вчерашний день. И куда можно сообщать, может быть, диспетчерскую службу, если действительно аварийная ситуация? Ну, смотрите, в принципе, здесь все просто прописано в действующем законодательстве о том, что жильцы обязаны взаимодействовать с управляющей компанией и информировать управляющую компанию, безусловно. При этом управляющие компании, как правило, даже на домах, если вы обращаете внимание, пишут объявление, в какой период будет запуск системы отопления. Если жители не проинформировали, к сожалению, узнать не представляется в большинстве случаев возможности, потому что это проходит внутри квартир домов. Тогда можно последний, 15-70, какой прогноз завтрашнего дня? Ну, скажем так, у нас благоприятный прогноз. Понятное дело, что есть кое-какие проблемы, как уже сказал министр ЖКХ Дмитрий Дмитриевич Садовников. Есть у нас ряд проблем, это связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию. К сожалению, там еще имеется и задолженность по ранее отпущенной тепловой энергии. Но будем решать. Но процентное соотношение жилой фонд города столицы Якутии будет на 80, на 50? Ну, на сегодняшний день уже 90%, как нам предоставили информацию по жилому многоквартирному фонду. Я думаю, что мы достигнем до 98% завтра. Может даже и 99,9. Останутся лишь только проблемные. Задача такая стоит, над этим работают. Все выходные, как нас уверили управляющая компания, они запустят жилой фонд. Останутся лишь только, к сожалению, проблемный жилой фонд. Это ветхие, аварийные, где, к сожалению, при запуске системы отопления могут выявиться какие-нибудь очередные проблемы. Но, тем не менее, уверяют, что работа у них поставлена. А где он расположен по большей части? Аварийный жилой фонд – это деревянный жилой фонд. По всему городу, да? Ну, вы же сами знаете, везде есть. А какие меры будут приниматься по устранению проблем? Если технического плана, то, соответственно, технические решения. Если говорим о том, что есть непонимание со стороны соответствующих должностных лиц, как управляющей компании, о том, что есть распоряжение администрации города, которое необходимо выполнить и исполнить, и, соответственно, было на это все лето, чтобы подготовиться к данному действию. Соответственно, будут иные меры приниматься, в том числе и обращение в надзорные органы о привлечении к административной ответственности.
А вот по социальным объектам на сколько процентов сейчас все готово? Как нам вчера сообщили, буквально социальные объекты у нас, где пребывание находится людей, по сути дела, готово на 99,5. Единственное, есть у нас, как, например, школа 35-я, к сожалению, застройщик не своевременно выполнил все мероприятия для того, чтобы обеспечить запуск системы отопления. Но, как вы сегодня уже увидели и убедились, сегодня уже отопление будет подано в данное учреждение. Есть такие проблемы, как сегодня мы также с вами увидели, это 19-я школа, где технического характера связано на узле вода. Я думаю, все, что это устранимо, и буквально сегодня мы все восстановим. На источниках тепловой энергии, я считаю, что там все хорошо на сегодняшний день. Есть некоторые вопросы, но таких критичных для того, чтобы не получить паспорт готовности или не войти в систему зимнюю, такого у нас нет.